Париж, как небо? Париж 22, как принял. Рус. Небо 22. Самая желанная фраза в радиоэфире на специальной военной операции. Условное обозначение 22 говорит о том, что в небе нет вражеских дронов, главной угрозы на СВО. С самого начала специальной военной операции обеими сторонами стали активно применяться беспилотные летательные аппараты, и одновременно с этим стали развиваться способы защиты от них. Так, во время проведения СВО в российской армии появился новый вид войск – радиоэлектронной борьбы. Не было ни учебников, ни боевого опыта, все приходилось постигать с места в карьер. Первый раз помню, пришел методом тыкания. Ну, самые молодые были, четвером. И нас вот, ты с нами пойдешь. Даже не знали, куда идти. И там на позиции пришли, сказали, что вы рэбовцы. Сейчас вообще другая война. Каждый раз противник модифицируется, новые что-то придумает. Мы тоже как гонка вооружения у нас. Что-то находим, делаем, модифицируем и применяем против них. Не наша территория, небо не наше. Каждый раз что-то придумаем против противника. Ну, чуть-чуть отстаем, но все равно как бы уже, как сказать, Догоняем. ну, догоняем. Ну, сейчас активность идет, но противник каждый раз что-то новое применяет. Высокочастотные дроны, то есть анализаторы не видят. Мы тоже что-то думаем, придумываем через, ну как бы так, учебников нету, через соцсети что-то там добавляем. Их смотрим тоже, обновляемся тоже. Ну нормально, короче, работа идет. Практически каждый месяц в небе появляются новые типы БПЛА. Мавики, камики, крылья, ведьма, баба-яга. Для непосвященного человека это просто набор слов. Для специалистов рэп разные способы борьбы. Дроны делятся по категориям, конечно же. Есть в основном FPV-шки, ударники. Есть мавики, они в основном проводят разведку. Есть разведывательные крылья. Они на высоте летают около 2-1,5 километров. 22, как принял? И также они имеют ударные крылья. Вот ударное крыло, оно может работать как и разведывательное крыло. При обнаружении цели она может спикировать спокойно и уничтожить цель. В прифронтовых зонах и на передовой специалисты рэп находятся на круглосуточном дежурстве. Главная их задача – не дать вражеским дронам долететь до расположения наших войск и не допустить их пролета в тыловые зоны. Для борьбы с дронами на передовой используются установки рэп. Как заводские, так и самодельные. Боец с позывным «Феликс» несколько месяцев на СВО занимался подавлением и уничтожением вражеских беспилотников и достаточно хорошо изучил работу систем рэп. Мы их называем игрушками. Они бывают маленькие игрушки или большие игрушки, то есть стационарные и мобильные. К мобильным относятся такие, как баяны, звезда. А стационарным большим игрушкам это трезубец, бурелом и пурга. Ну, трезубец, он самый распространенный у нас. Мы его у нас сами делают в лаборатории, наши специалисты. И их у нас уже около 10, по-моему. И стационар, ну, он даже, можно сказать, мобильный и полустационарный, и можно его таскать с собой или работать на месте, и его расстояние примерно, он бьет примерно на километр. Может, ну, это максимум километр, в среднем где-то 500-700 метров. У него луч направленного действия, поэтому поймать его, с ним поймать БПЛА, дрон бывает намного сложнее. А вот уже с бурелома или с пурги, это уже побольше игрушки, у них конусное направление удара, поэтому с ними работать намного легче, и они бьют намного дальше. Бурелом, например, ну, максимум где-то километр 2 может быть, как заявлено в характеристиках, а так в среднем на практике где-то 1,5 километра, ну, километр, 1,5 в среднем. И пурга бьет где-то максимум на 5 километров. Это вот самая мощная игрушка, тоже кустарно производится, как трезубец, но намного мощнее.
чем трезубец, и намного дальше бьет. И бьет конусом. Поэтому с этими игрушками работать намного легче, чем с маленькими, так сказать. Когда установка РЭП направляется на дрон, или теряется управление, или теряется видеосвязь с оператором. Лучше бить сразу на видеосвязь и на управление дрона. Тогда намного быстрее падает дрон. В основном все бьют по управлению. Это то есть частота, все эти дроны управляются на частотами. И пруга, трезубец, установка РЭП, они бьют по этой частоте. И, как я понимаю, они путают там частоты и управление с дроном. У оператора с дроном теряется. И, соответственно, дрон падает без управления. Ну вот у нас есть экраны. Ну и мы сначала ловим частоту на оселку, например, или на волат. Вот эти цифры частоту набиваем на экран и видим с экрана, как видит оператор дрона. То есть мы уже знаем, где он летит, определяем местность по рисунку на экране и называем точку. Примерно, если мы находимся на точке, например, скажем, на B21, и если дрон летит уже на, скажем, на B11-12, это уже где-то уже километра 3-5 от нас. Смотрим, он уже приближается, уже B14-15, уже выходим к нему навстречу и работаем. Это уже где-то 1,5-2 километра, 3 километра, да? И сбиваем, пока не приблизится. Если не успеваем, то он, если еще ближе проходит, то, конечно, уже и стрелком можем поработать. Точки РЭП расставлены по всей линии фронта в зоне ответственности отряда «Болтур». Информация о замеченных беспилотниках сразу же поступает в командный пункт. В командном пункте мы проводим наблюдение за противником, за FPV-дронами 24/7, круглые сутки. Фиксируем активность дронов, в каких участках. И во время передвижения коробок в ночное время, в дежурстве, бывает очень много случаев подлетов гипсокоптерных дронов Баба-Яга. Вот они минируют дороги, пешие дороги, технику. Вот это за ночь мы наблюдаем и выявляем. При обнаружении веренном нашем участке, да, у нас на точках имеется РЭП-глушилка, системы, которым мы подавляем дроны. Дрон мы обнаруживаем заранее, около с 3 километров можем засечь. И далее ведем по точкам определенным. Определяем направление его, частоту, высоту. И в зоне поражения наших РЭП-систем подавляем. В случае, если подлетает Баба-Яга, его уже дрон, РЭП-система не берет, она летает на Старлинге, там поможет только стрелковое оружие. Также специалисты радиоэлектронной борьбы обязательно входят в команду сопровождения техники. Ведь именно автомобили, грузовики и квадроциклы являются приоритетными целями для вражеских БПЛА. Мы занимаемся сопровождением техники и сопровождением личного состава. У нас есть детектор дронов. Когда в радиусе действия она находит дрон и начинает пищать. И также у нас есть перехватчик видеосвязи. Мы находим частоту через детектор дронов и смотрим его глазами. Определяем его радиус и в каком направлении летит. И начинаем его подавлять. Желающих попасть именно в подразделение РЭП среди добровольцев немало. Для этого не обязательно быть инженером или разбираться в электронике. Тонкостям работы опытные бойцы обучат. Но все же определенные требования к соискателям имеются. Самое главное, желание надо. И чтоб
быстро реагировать. Ну, нам набираем молодых людей, чтобы быстро реагировали там. И должен обладать картографией. Это обязательно. Картография это обязательно. Тоже люди есть, тоже техники там, лаборатории есть, там тоже специальные люди есть, приходят. Но у нас как именно бойцам, операторам рэп, набираем молодых людей, чтобы все быстро реагировали. Днем и ночью операторы систем радиоэлектронной борьбы несут свою боевую вахту, чтобы в очередной раз в эфире прозвучали заветные слова «Небо-22».